На момент я другого варианта не вижу Туғандар. Вот реально я вам скажу, я не вижу другого варианта. Почему? Потому что мы пришли к такому максимуму, что уже, наверное, бүтін сөздер сөйленді. Бәлкім, Аллах Тағала меңе бермедір еще какой-то фантастический мендедір сөздер сөйлерге, мен білмеймін, чтобы вам открыть душу, қанбегізді ашарға мына сізге, может, я не могу донести это правильным образом. Хрен знает, блин. Но суть, вот что я вам постоянно говорю, это я вам искренне говорю все. Вот как есть, вот пытаюсь что-то найти, телегу закачать, закинуть туда-сюда, вот что я смотрю, наблюдаю, закидываю, там люди другие закидывают, я их не тоже прочитываю и так далее. Вот примерно шулай. А сізді есть только вот какой-то вот, знаете, вот шаг вперед и 10 шагов назад. Қорқу бар. Понимаете, сіздің жүректен, жаныңыздан білмеймін, менде қорқу бар. Мына шу нәрседен, сіз шу тойғыдан никак не можете избавиться. Вот мен білмеймін енді. Мен дұрысын айтсам, я вот за все время, вот порой иногда мне вопрос возникает, вот, там, у тебя есть, есть родственники об этом вообще знают? И на днях тоже такой вопрос был, я говорю, у меня родственники об этом не знают. И я вам 1000 раз об этом говорю, вот я сколько я говорю с вами, да, я как с вами уже общаюсь, как будто бы я говорю к своим родственникам, понимаете, вот я высказываю все и говорю всем это, всем одинаково. И в тот же момент же туғандарым білмей. Мына туғандарым көрсе, может где-нибудь наткнуться, если увидят меня, и они просто в шоке будут, я вам говорю. Потому что они тоже живут в таком же облачном мире, как и вы. Они тоже мечтают в каком-то узком пространстве, они живут. Они не понимают, что есть другой мир, есть независимость Башкортостана, есть Татарстан независимый. Они не понимают этого. Поэтому не скажу, что там я прав, и вы все неправы, и только вы неправы, то, что вы не можете понять этого. Нет, нет, вот, у меня почти 100% родственников такие. 100% родственников, такие же, как и вы, которые не могут понять, что вы живете в неправильном мире. И есть еще правильный мир. Вот что я хочу донести. Поэтому, значит, мы, делая такой вот тут сравнительный ответ, делаем что? Значит, правильной жизни даже в Турции нету. Эрдоган, получается, грубо говоря, подопытный диктатор, которого мы не можем понять. Точнее, я-то понял, вы не можете понять. Вы не можете понять, что Путин ваш враг. Не можете понять. Вы думаете, что Европа для вас враг, или Америка для вас враг. Вы это тоже не можете понять. Потому что, с одной стороны, они нам враги, с другой стороны, они нам могут, наоборот, помочь уничтожить Путина. Этот тоже момент нужно использовать. Нужно каждый момент использовать для своей выгоды. Как и они пользуют нами, мы тоже должны их использовать, понимаете? Что народ ищет таким образом, что сізде есть один вариант. Цель. Цель – это независимость Башкортостана с Татарстаном. Все эти территории, которые нам остались от бабаларыбыздан, бушка юкка түгел да инде. Олар бушка юкка Алдар Батырлар булмаган, Салават Юлаевлар булмаган. Олар нәрсә өчен үлеп киткәннәрен сез әз генә булса да аңгыра булмасагыз, аңларга тиешсез. Аңкаулык ул уже җитәр бит уже. 500 ел аңкаулыкта яшибез бит инде. И то алар шу аңкаулыкның эчендә чыккан халык алар. Шуның эчендә уянган егетләр. 26 ел башкортым дип утырган Салават бабабызны аңларга кирәксез сез. Ул нәрсә өчен утырды 26 ел? Җәһәннәм тишегендә әле кайда, Эстониядә. За что он сидел? За что он умер? За что его так ненавидели? За правду. За правду. Поэтому сіз дөреслекне сезгә әйтеп чыккан кешене ягын алмастан, ниндидер имансызлык, җәһәннәмне юлын выбирать итәсез. В чем проблема? Нәрсәгә соң шундый халыгыбыз булып калды безне? До такой степени сез, до такой степени же не могли вы осчерстветь. Шулай ук сезнең җанагыз ташка әйләндеме? Ну, бу бит инде вообще бит имансызлыкның самая низкая ступень, ниже плинтуса. Я считаю, что от этого, я не знаю, как-то избавиться, наверное, надо таким образом, что вы должны осознавать, кто вы. Молодежь, я примерно понимаю, осознает. Вот в ТикТоке постоянно вижу молодежь нашу, которая пытается там башкортмен, татарман дип нәрсәләр грузит, то есть, ну, вроде у них, но шу, молодежь кабит инде, 18-20, 15 яшьлек кызлар, малайлар, аларны бит әтәләр, мингә үткән инде белә. 40-ка тулмаганнар, маңкалар. Алар нәрсә уйлый икән? Шу 40 яшьлекләр, которых я вам призываю с 30 до 50 взять в руки оружие и пойти против Москвы. Вы-то о чем думаете? Вы думаете, что ваша хата с краю, и вы просто пришли, пожили, лет 70, там, 100 поживете, умрете, сдохнете, и все, или там на войне сдохнете, вон там, блин, в Украине, сгниете в мясорубке, и все, вас сажали свиньи, мы и вас не найдем, и все, с концами. А потом сені балаңны, қарындашларыңны, туғанларыңны кім сені қарый? Сен шуны ойлағаның бармы? Если мы до такой степени уже такой степени черствые стали, дальше же что будет с нами? Дальше мы что? Вы что? Кому что хотите доказать? Что вы прожили эгоизмом 70-100 лет, ушли, на том свете вы перед Аллахом будете стоять в отчете. Что вы скажете им? Что вы боялись Путина и не хотели умереть, и вы сдохли своей жизнью, ну, так сказать, сдохли своей смертью? Вот этот момент именно он халыкны зомбировать итсә, но үлемне-то, никто не может зомбировать. Ни Путин, никто тебе не поможет там. Ты там не можешь, как говорится, опереться на кого-то. Там не будет ни мамы, ни папы, никто не будет опереться за тебя. Джаханам, как говорится, будет у тебя. Минимум это так. Только какая планка его, неизвестно. Поэтому я считаю, что хотя бы, если ты уже чувствуешь, что уже все, писец, ну хотя бы ты сделай свое дело, как говорится. Сделай за Башкортостан и Татарстан какое-то дело. Какую-то вот, знаете, вот, была бит кешедә гына, ниндидер, әз булса да Аллаһ Тәгаләнән рәхимлек була ул. Беләсеңме нинди рәхимлек? Хатынын ярата, баласын ярата, Путинны ярата. Ну шул ук вакытта бит теге семьясын бит ярата. Значит, шул семьяң өчен генә бит син нәрсәдер эшләп калдырырга тиешсең. Нәрсәдер. Нәмәнекедер калдырырга тиешсең, белмим, нәрсәнедер калдырырга тиешсең бит, блин. Кызың, балаң, улың үсер өчен нәмәнедер калдырырга уйлыйсың бит. Ну, значит, шул рәхимлекне бит Аллаһ Тәгалә сиңа әз булса да биргән бит. Хоть он лицемерен, шундый пакыш шундый. Ну, вот этот момент ты должен, наверное, вспомнить, что у тебя есть Республика Башкортостан и Татарстан, который страдает не в зависимости. Ее независимости она страдает.
Если бы она была бы независима от России, да, она бы, может, не страдала бы. Вот эта независимость, она и дает, наверное, ведь сine aizbūsāda понятие, что bizga херово. А сine хроногерун Украинада bizga zarar keltiradi. Shuni ведь anlar deysan. Men вот этот момент не могу уловить мына холокка шуны жеткизерге. Может, меня психолог айданарга уже. Я не знаю, как ичке сезне дөньябызда кирип шуны сүләргә. Меня Аллах Таалам шундай способность бирсә, наверное, в мозг заходить людям, башкортларга, татарларга только. Башка халыкка түгел, только башкорт татарга. Мин кирип чыгарыйм һәр берегезгә. Көндә, допустим, лимит тебе в день 1000 человек, а отработать. Я бы отрабатывал бы, наверное, эту тему, да, мечтатель. Я бы сказал бы так, һәр берегез аңларга тиешсез дирим, что безнең дошман, урыслар. Шуны аңлагыз. И все, вот пару слов я им каждый день вливал бы в голову по 1000 человек. Понимаете? Ну, я не знаю, как вам вдавливать то, что это ясно уже всем. Сколько этих мы передач пересмотрели, сколько извинений на дрон, на Баба-Ягу, когда говорят, все, не убивай, я свой, я башкорт, я татар, не убивай. Сколько мы таких видели уже? Узкожопых сколько видели? Сколько людей так плен взяли украинцы, не убивали? Где-то убивали, мощно убивали. Ну сколько вот? И в тот же момент можно сравнивать, что синя ведь шунда ведь легче был массы этим, чтобы на том месте, где ты извинения просишь какого-то дрона, ну, по крайней мере, конечно, смотрит украинец на экране, на той стороне, но ты же мог бы в этот момент просто сказать, туганлар, башкорт татарлар, bu bizni so'g'ishtirdi. Я не пойду. Я пойду против Москвы, но в Украину я не пойду. В чем была ваша проблема? Вот так вот. Поэтому вот здесь вот закидывали тоже вот интересное место, как раз в тему прочитаю уж. В Телеграме у меня подписчик. Исламский юрист доктор Мехмед Акифджан. Те, кто не присоединился к походу Табук, когда мусульмане еще не подвергались активным нападениям, описываются в Коране либо как лицемеры, либо как люди с больными сердцами. Даже те, у кого были веские оправдания, привязывали себя к столбам, мечети и ждали, когда о них будет ниспослан аят. Сегодня мусульмане притесняются, их кровь течет рекой, а у вас тоже есть армия, но она не собирается в поход, но нет у тебя ни искренности, ни раскаяния, и нет от тебя ни одного неспосланного знамения, чтобы привязать тебя к столбу, мечети, чего вы ждете? Как ты ответишь Богу? Вот правильно, как раз, прям в тему примерно рассказывал до этого. А это 18 марта меня отправляли. Вот и думайте, да, реально. Никто вас никуда не привязывает, чтобы вы против Москвы не шли, или там шли. Никто вас не привязывает никуда, чтобы вы не шли в Украину. В чем проблема? Ну да, вас же привязывают, обоссывают в армии только уже. В армии обоссывают ваши свои же, ваши любимые русские. Вас любят же они, чтобы псут на вас в ямах. Держат вас голышом в ямах, издеваются, на мясо пускают вас. Вот из этой категории. Даже вас привязывать не надо, как говорится, самим вам. Вас привяжут сами они. Тут получается, они, тут самое главное вот в этом сказании, можно понимать одно, что их никто не забирал принудительно. А узкий мир вас в армию забирает. И если вы на мясо не идете, вас еще принудительно туда забирают. Даже на костылях. Понимаете? И это вы на джихад идете против украинцев. Как вас там эти недоделанные мусульманские мулы вас отвозят туда, крестят, грубо говоря, вас всех, отправляют, как говорится, говорят, что это джихад. Как это все происходит у вас? Ничего у вас даже, сами себя вы не успеваете привязать, вас принудительно отправят. Чухундра. И всех потом поголовно еще вас же не находят, и поголовно сваливают в одну яму, хоронят под крестами. Татар, башкир, пофиг, Дагестан, Чечен. Все русские. Кресты. Да и кресты вам не помогут. Всем джихана просто. Удивительно, блин, просто. Ой. Да, вот это еще закидывал. Мне интересно стало вот этот момент. Эту тему давайте тоже развеем сейчас.